Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидении, и радио ТИТИМ, Саха-радиото, национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов. А сегодня у микрофона ведущий Юрий Сергеев. Приветствую телезрителей и радиослушателей. В нашей сегодняшней программе нынче весной исполнилось 20 лет Совету женщин Центрального округа города Якутска. Им предоставим слово членам Совета. Подробнее после анонса. Во второй части программы, после рекламного блока, одна из активных и известных пациентских некоммерческих организаций Якутии подводит свои итоги. И здесь же, что такое физиотерапия и каким болезням она применяется. На вопросы ответит специалист. Итак, передача «Якутск сегодня» начинаем. В этом году весной исполнилось 20 лет Совету женщин Центрального округа столицы республики. Как сегодня живется, работается женсовету, что волнует и радует членов Совета? Вот на эти и другие вопросы мы сегодня попросим ответить наших участниц, прекрасных дам. Это Амудаеву Марию Николаевну. Здравствуйте, Мария Николаевна. Егорову Татьяну Дмитриевну. Здравствуйте. Добрый день. И Слепцову Анастасию Гаврилевну, заместителя председателя Совета женщин Центрального округа Здравствуйте. Якутска. Здравствуйте, горожане. Да, уважаемые телезрители и радиослушатели, к вам тоже обращаюсь. Ваши вопросы, если они у вас будут, возникнут в ходе сегодняшней телерадиопередачи в течение прямого эфира, задавайте их, пожалуйста, по телефонам 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Пожалуйста, мы ждем ваши вопросы, может, пожелания прозвучат, и тех же жителей, скажем, Центрального округа города Якутска. Итак, прекрасные дамы, хочу обратиться, наверное, скорее всего, Анастасии Гаврилевне. Давайте, вы, наверное, почти стояли у истоков, да? Да, добрый день. Еще раз я хочу напомнить, что общественная организация «Совет женщин» была создана в 2005 году, когда создавались в муниципалитете округа. И в Центральном округе именно создавался в 2005 году. Потом начали работать с 2012 года очень активно. У нас была Амудаева Мария Николаевна председателем. Они все пришли к нам в округа Совета многодетных семей города Якутска. Тогда председателем работала Горохова Римма Даниловна. И все они активные, позитивные, многодетные, подчеркну, что многодетные мамы пришли к нам в округ. И мы начали работать с общественниками, начали работать с конкурсов, рисунков, туда подключали и детей, и мужей, и работа у нас закипела. Мы начали собираться. У нас членами Совета женщин было около 10, сейчас в данный момент нас 20 активных женщин. Это много или мало, как считаете? Это, я думаю, что это очень даже хорошая цифра, и именно активные немного и не мало. Поэтому самые активные, позитивные с нами вместе работаем. Это самое главное, наверное, да? Так, я думаю, что, Мария Николаевна, вам обращаюсь, Амудаевой Марии Николаевне, вы тоже почти, пришли уже тоже давно, сколько лет тому назад, да, и перед вами, я смотрю, лежат эти первые буклеты, наверное, эти первые журнальчики. Пожалуйста, я знаю, что тогда еще, конечно, и грантовая политика была тоже, да, и, например, я думаю, что, наверное, и управы тогда поддерживали, да? Да. Женсовет. Я пришла в Женсовет в 2010 году. Так. И начиная с 2011 года у нас было много очень инициатив. Первый наш проект – это конкурс «Отец – наша гордость». И мы издали книгу такую «Отец – наша гордость». «Отец – наша гордость». Да, это был окружной конкурс. А на следующий год мы провели уже городской
конкурс при поддержке управы Центрального округа. У нас тогда был главой Петр Кушкирин, да? Далее Михаил Гасамбалаев. Все наши главы очень нас хорошо поддерживали, и поддерживали нас, конечно, депутаты. В то время были депутаты у нас Александр Савинов, Николай Городской Васильев, думы. да, Якутской городской думы. Вот, и с их поддержки при инициативе наших активных очень женщин, да, нашего совета, с окружного конкурса мы перешли на городской конкурс. Так. Вот. А затем уже перешли на республиканский. В народном бюджете мы выиграли грант, да, и вот соорганизаторами у нас был Международный детский фонд «Дети Саха-Азии». Вот. Ну вот, видите, Ну, как, этот да? проект у нас очень хорошо развился, и также был проект творчества и рисунков «Ромашка». Участвовали и семьи, и дети. Да. Вот. Вот он как раз, да? Вот Да, журнал и «Ромашка». также этот конкурс, он сперва, вот у нас мы сперва проводили в округе, потом на город выходили, городской конкурс, а потом уже и республиканский. Все наши почти конкурсы вот таким чередом шли. Ну, такой хорошо оформленный, такой цветной, на хорошей такой, да, меловой бумаге, в общем-то. Ну что ж, я думаю, конечно, начало было хорошее, конечно. Ну и сегодня все-таки, да, актив работает. Конечно. Ага, и все-таки, вот я думаю, наверное, здесь вот я хочу задать вопрос, конечно, Егоровой Татьяне Дмитриевне, да. Вы, кстати, возглавляете Лигу женщин городского округа город Якутск. Добрый день. Я в женсовет Центрального округа пришла где-то в 16-м или в каком, но позже пришла. Ну, пришла да. я именно с ребенком на конкурс «Ромашка». У меня дочка очень хорошо рисует, я пришла и пришла, увидела, что вот эти девушки очень сплоченным коллективом, вот такие дружные, ходят все вместе. Вот мне очень понравилось их отношение друг к другу. И когда Мария Николаевна после вот этого конкурса «Ромашка» она мне позвонила и сказала: Татьяна, я вижу, что ты очень такой активный человек, хочу тебя пригласить в женсовет. Я почему-то, я очень обрадовалась, но чуточку испугалась, смогу я влиться в этот коллектив или нет. Потом наш папа участвовал в конкурсе, в окружном конкурсе «Отец, наша гордость». И тоже Мария Николаевна очень хорошо нас всех, что мы должны готовить, что мы должны показать, что мы должны написать. Тут дети сами писали о папах. Писали о папах, Конкурсы тут они рисовали о папах, делали презентации, это было очень-очень так красиво. И тут мы прямо, когда книга была издана, мы прочитали и поняли, что действительно в нашем городе живут очень позитивные многодетные семьи. И наш папа тогда занял первое место, и после этого Мария Николаевна сказала: ты обязана прийти в женсовет. С тех пор я в женсовете, и в какой-то момент, когда у нас Мария Николаевна с большим очень проектом «Женсоветы за мир и доброту» ушла в Лигу женщин, возглавила вот этот большой проект. Здесь мы в рамках этого проекта мы проводили «Женщины долины Туймада» фестиваль, конкурс «Мамули красотули» для многодетных мам, и выставку «Тепло материнских рук» в музее Ярославского проводили. Это все в рамках вот этого большого проекта. Мария Николаевна ушла в Лигу, и мы с ей очень сильно помогали в этом, поддерживали, и я осталась возглавлять Лигу, женсовет Центрального округа. И к тому времени как раз тоже подошел 15-летний юбилей нашего женсовета, и тут мы уже тоже показали, по каким проектам мы работаем. Тут мы уже рассказывали о своих председателях, которые до нас работали, о наших руководителей управ. Действительно, нам очень везло на наших руководителей. И кроме вот «Отец, основа крепкой семьи», кроме этого проекта у нас есть проект «Многодетные семьи». Вот потом наш конкурс «Отец и сын покорители вершин». Мы тут уже и палатки ставили, и автоматы ребята уже с нами собирали. Тепло материнских рук, оно сейчас вот мы торжественно как бы передали такой городской уровень, теперь уже Лига женщин его проводит, эту выставку, и тут действительно на этой выставке в течение месяца можно увидеть, какие талантливые женщины живут в нашем городе. Также мы очень любим
проводить мастер-классы. В нашем женсовете есть народные мастера. Народный мастер России Шишигина Татьяна Николаевна. Среди нас есть народные мастера Якутии. Это Иванова Ксения Ивановна Чалбанова, Маргарита Алексеевна. И вот они, наши старшие сестры, они именно учат нас, как работать, как жить. Не только нас, но и все население. И они теперь в этот период, сложный период, они действительно буквально не выходят из цехов, шьют в поддержку бойцов, делают талисманы. И по этим журналам можно увидеть, что ни одно почти мероприятие в городе не проходило без активных женщин нашего женсовета. 20-летие, а чем вы отметили 20-летие? Я хочу задать вопрос. Так, 20-летие мы отметим в ноябре. В ноябре, да? Ноябре, скорее всего, 21 ноября. И мы готовимся к этому, волнуемся, потому что с финансированием все-таки достаточно сложно. Вот, наконец-то, мы как бы подходим к тому моменту, когда все уже должно сложиться, и очень будем рады увидеть наших гостей, всех наших председателей, всех наших спонсоров, партнеров, даже не спонсоров, а партнеров, потому что прийти вот так вот с улицы у кого-то что-то просить невозможно. Это нужно постоянно с ними поддерживать связь и работать, только в этом случае складываются очень хорошие такие. Но все-таки вот надо сказать, что активность женсовета не снижается, Нет, не снижается, несмотря на те трудности, которые существуют ныне, да? Да. Мы всегда как бы и по благоустройству работали совместно с округом, и субботники проводили, и цех городской, и масленицу, как бы все, что происходит в городе Якутске, оно касаемо тоже Совета женщин. А что волнует вот сегодня женсовет? Скорее всего, не знаю, плохо это или... Сейчас очень вижу многих молодые семьи, которые, получая очень, это же мы рады, что они получают хорошее большое пособие, они иногда встают перед вопросом, а как я выйду на зарплату там меньшую, чем мое пособие? И хотелось бы, чтобы была поддержка молодых специалистов, то есть у них, чтобы не было вот этого шока, как-то вот нехватки, скажем, средств, потому что молодой учитель действительно получает меньше, чем мама с 3 детьми. И хотелось бы еще поднять, допустим, зарплату молодых специалистов в любой отрасли, потому что все-таки финансовое благополучие для них очень много значит. Будем работать над поддержкой. И, конечно, что радует сейчас? Давайте будем тоже об этом говорить. Радует то, что город наш благоустраивается, растет вместе с нами, да, и активность именно общественников разного уровня, оно очень в последние годы идет на очень хороший лад и на очень хороший позитив. Мы видим, что есть спортивные вот эти общественные, Тюмсюлер, да, организации, да, и по разным возрастам. Есть и для старшего поколения, есть средний возраст. Есть очень в последнее время активизировались вот эти выпускники разных годов, да. И это очень радует, и это очень стимулирует на будущее. Бывает, все-таки вы выезжаете, наверное, и в другие районы, да, вот недавно, по-моему, где-то тоже выезжали. А там что, как-то обмен опытом какой-то у вас происходит, нет? Как там женсоветы живут? Есть где-то учиться у них или пусть у вас не учатся чему-то, да? Да, вот с нашим своим женсоветом мы выезжали в Салтанский улус, Горный улус, потом мы ездили с Лигой в Амкинский улус, в этом году были в Татинском улусе. Действительно, каждый коллектив, он по-своему уникален. Допустим, в Татинском улусе мне очень понравилось, как работает именно совет многодетных молодых мам. И нужно у них учиться, и мы тоже можем им показать свои какие-то наработки. Это очень хорошо. Вот такие вот именно встречи, дружеские, теплые встречи, они заряжают позитивом, уже мотивируют тебя на дальнейшую общественную работу. А что еще больше всего радует, вот, допустим, мы начинали со столичного пособия, да, Мария Николаевна очень долго добивалась того, чтобы столичное пособие, это проезд для многодетных 5 и более детей, повысился.
А сейчас у нас многодетные ездят бесплатно. Это же очень хорошо. Субсидировано. Плюс потом мы очень долго добивались тоже почти... Ну, это, наверное, каждый женсовет, каждая мама да. тревожилась о том, чтобы школьное питание было качественнее, чтобы деньги побольше там выделялись. И представляете, сейчас все начальные классы питаются бесплатно, многодетные у нас питаются Проезд. бесплатно. Тут уже без цента даже нуждаемости. Это же очень хорошо. То есть те, которые... Наши, ну не наши, наши мечты, скажем, чаяния, они воплощаются в жизнь, и все-таки жизнь идет таким больше позитивным настроем, скажем так. Авиабилеты для многодетных. Ставили вопрос. Да, мы тоже очень ставили этот вопрос, и представляете, сейчас даже в свидетельстве папу вписывает, и папа тоже может В летать. чем вы видите вот силу женсовета вот, сейчас на данный момент? В чем сила-то женсовета? Сила женсовета в дружбе. Дружбе. В дружбе, в параллельных связях. Потому что когда женщина остается дома один на один со своим бытом, может быть, даже с детьми, с мужем, этого мало. Ты всегда должна чувствовать плечо, дружбу. Поддержку То есть, да, какую-то, да? Обязательно. у тебя в телефоне должен быть такой человек, которому ты можешь позвонить 24/7 и, может быть, даже поплакаться, да, скажем так. Или же вот ты стоишь, моешь посуду, у тебя какая-то идея возникла. О, хочу такой конкурс провести. И у тебя тоже есть человек, который вместе с тобой же зажгется, он вот даст эту искру, и уже через какое-то время стоишь на сцене и думаешь: о, смотрите, мы это сделали. То есть это очень важно для внутреннего самосознания, для того, чтобы женщина как-то чувствовала осталась себя одна. комфортнее в этой жизни. Значит, Галина, вот все-таки к вам приходят вот женщины, ну, с вашего же округа, да, вот, с какими-то идеями там, вот вы как-то их Да, поддерживаете? приходят молодые мамы, да, Вот, ну, со своими давайте молодых идеями, мам. и мы включаем их в состав совета, с ними проводим конкурсы. Очень отрадно, что мы все разной профессии люди. Да. Кто-то медик, кто-то психолог, кто-то в библиотеке работает. И это все в одну как бы консолидируется и выходит в одну цель. Каждый как 5-10 пальцев у человека вот выходит вот как одна большая основа. Я вот помню всегда, вот у нас, ну, в деревне, может, не так было заметно, но все-таки вот собирались женщины, ну, пусть даже, да, те же женсоветы, чаепитие к празднику, да, к Новому году, там, 8 марта, ну, это, как говорится, положено должно быть. Как часто вы собираетесь вместе, все 20 там с лишним человек, да, что организуете? Как это бывает? Мария Николаевна, давайте-ка. Ну-ка. Ну, мы собираемся, конечно, вместе. Но. Ага. В год сколько раз мы собираемся? Где-то по 3-4 раза. 3-4 раза Ну, полным да, составом. полным скажем. составом. В полном собираемся. составе, да? Мгм. Да. Без этого никак не можем мы. Ага, скучаем друг по другу. Встречаемся, ну, в неделю, как бы актив, в Да. неделю, как бы все на звонках, все А через так телефон. постоянно поддерживаем связь. Да. И как часто обращаетесь к управу там? Вы правы. Да, Очень с какими-то вопросами. Они как на это смотрят сейчас? Ну, сейчас, конечно, средства мизерные и так далее. Может, вообще их нет, да? Ну, да, сейчас вот финансирования для проведения каких-то вот таких глобальных мероприятий нет уже в управе, но, по крайней мере, мы на очень прямой связи с нашим главой Куличенко Айсен Александровичем. Это человек, который действительно тоже доступен для нас 24/7. И какие-то, если у нас возникают проблемы, он всегда готов нас выслушать. Он говорит: мой кабинет всегда открыт, приходите, и мы действительно приходим, с ним разговариваем, решаем какие-то свои вот эти задачи. Вот тоже человек очень интересный, у него много идей, и мы его всегда поддерживаем. Поддерживаете, да? Мгм. Ну и в заключение, наверное, нашей передачи, у нас осталось тоже где-то минута, наверное, около этого, да. Что бы пожелали вот жителям города Якутска, горожанам, ну и жителям вашего округа, центрального? Ну, пожалуйста. Пожелали бы, скорее всего, здоровья крепкого, удачи, успехов и, конечно же, мирного неба над головой. Так, пожалуйста. Да, желаю тоже открыть свой внутренний мир, выйти, посмотреть, оглянуться, найти то занятие, которое вам нравится, и дарить позитив. Так, пожалуйста. Душевного спокойствия, мира, добра, здоровья. Мгм. Ну,
на этой ноте, наверное, мы завершим наш сегодняшний первый блок передачи «Якут сегодня», уважаемые телезрители и радиослушатели. Сейчас мы уходим на рекламную паузу через несколько секунд. До свидания. До второго блока нашей. Через рекламу встретимся. Уважаемые телезрители и радиослушатели, продолжаем наш эфир. Это «Якутск сегодня». Активная и известная пациентская некоммерческая организация нашей республики подводит свои итоги и строит планы. Что такое физиотерапия и каким болезням она применяется? Вот с этого момента поподробнее, как говорится. Представлю участников передачи. Это врач-генетик, научный сотрудник Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия, председатель Республиканской общественной организации Ассоциация пациентов со спиннотибулярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями Республики Саха-Якутия Оксана Гавриловна Сидорова. Добрый день. Здравствуйте. И заведующая общеклиническим отделением клиники Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия, отличник здравоохранения Российской Федерации. Здравствуйте. Добрый день. Так, ну что ж, уважаемые слушатели и телезрители, я назову телефон, по которому вы можете задать свои вопросы, если они у вас возникнут сегодня в ходе нашего 8-минутного прямого эфира. 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Мы ждем ваши вопросы. Так, ну, наверное, Оксана Гавриловна, к вам. Да. Первый вопрос у меня будет, да. Ну, с каких мероприятий, событий начался осенний рабочий сезон вашей некоммерческой, да, организации? Вот, пожалуйста, я знаю, что вы уже последний, по-моему, год, если не больше, да, больше бываете в экспедициях, в командировках. Вот как было в этот раз? Угу. Нынче летом. Значит, в сентябре месяце мы съездили в 2 близлежащих улуса по договорам, то есть это без участия средств фонда президентских грантов и гранта главы Республики Саха-Якутия. Мы съездили в Мегино-Кангаласский улус с 8 по 12 сентября, и с 22 по 26 сентября мы были в Вилюйском улусе. В общем целом мы осмотрели 370 пациентов, пригласили в стационарное лечение около 30 пациентов. Посетили такие населенные пункты, как Тюнгулю, Павловск, Нижний Бестях, село Майя. Ну, мы знаем, что Мегино-Кангаласский улус, он, конечно, достаточно обширный и густонаселенный, поэтому, вероятно, планируем и еще зимний выезд. И также мы были в Вилюйском улусе, были в заречье Вилюйского улуса, посетили населенные пункты Балагатча, Кыргыдай, и Хагын, отдаленный населенный пункт Хагын, Кызылсыре были и работали в самом городе Вилюйске. Вот, и также планируем зимний выезд, если будет достигнута договоренность. Хотим выразить огромную благодарность главам этих улусов за организацию, за помощь в организации и, конечно же, главным врачам центральных районных больниц Мегино-Кангаласского и Вилюйского улусов. А с какого периода началась эта экспедиционная у вас практика? Наша организация была создана в январе 2020 года. Мы, как помним все, потом начался ковид. Вот в этот период времени нельзя было выезжать. Да? Почему мы вообще даем большое значение, придаем экспедиционным выездам? Да. Потому что эпидемия 21 века в неврологии — это нейродегенеративные заболевания, это болезнь урбанизации. И она зачастую в ранние периоды своей манифестации, она бывает похожа на обычные неинфекционные неврологические заболевания, скажем, сосудистую энцефалопатию. Да? То есть не специалисту трудно бывает его распознать. И нейродегенеративные заболевания, они сложно поддаются терапии. Поэтому здесь важна диагностика ранняя и ранняя терапия.
Мгм. Ну и вот все-таки год тоже завершается, вот вы какие-то уже тоже, да, подвели итоги, что бы еще добавить вот к этим тем мероприятиям, которые были проведены? Значит, у текущем нас году? в этом году значит, мы стали победителями в феврале фонда президентских грантов. Это наш четвертая наша победа в фонде президентских грантов. И завершается грантовый период 2025 года. Мы провели 2 конференции большие. Одна из них была проведена впервые. Это научно-практическая конференция «Генетика и общество» с международным участием в мае 2022 года. Вот. И в январе провели обычную свою итоговую конференцию по итогам работы с участием врачей-неврологов, участковых терапевтов именно по диагностике нейродегенеративных заболеваний. Отчитались мы как представители некоммерческих организаций, которые оказывают медико-социальную помощь пациентам и их семьям с нейродегенеративными заболеваниями. Ну, это было только всероссийского уровня, да, по-моему? В январе мы проводили, значит, республиканский уровень, а вот в мае 2022 года это была большая конференция, научно-практическая с международным участием. Приняли участие специалисты из, значит, Великобритании, из Канады, приняли участие специалисты из Башкортостана, города Самары, ну и других городов России. Так, уважаемые телезрители, радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Телефоны 32 2066, 32 11 66. Так, ну теперь вот Наталью Семеновну Миначевой хочу задать вопросы, тоже касательно вашей специальности, вообще вот врача-физиотерапевта. Скажите, пожалуйста, вот в общеклиническом отделении, да, вот какие задачи, функции выполняет данное отделение ваше? Общеклиническое отделение является структурным подразделением Якутского научного центра, и основной задачей и функцией этого отделения является оказание лечебной, консультативной и диагностической помощи. В состав этого отделения входит у нас диагностические кабинеты, кабинет функциональной диагностики. Там у нас проводятся ЭКГ-исследования, электроэнцефалография, электронейромиография, кабинет ультразвуковой диагностики. Также у нас имеются специалисты, врачи. У нас ведет прием врач-невролог, ревматолог, врач-офтальмолог, кардиолог, эпилептолог. И также в это же отделение входит у нас физиотерапевтический кабинет с кабинетами медицинского массажа и лечебной физкультуры. А что такое в целом вот физиотерапия? Физиотерапия – это очень такой интересный раздел медицины, особенный, который посвящен влиянию на организм человека физических факторов, или природных, или искусственных. Это может быть свет, тепло, холод, да, или же вот действие различных видов токов, постоянный ток, импульсный ток, лазерное излучение, магнитные поля. И сюда же относятся также и медицинский массаж, и лечебная физкультура. Ну, то есть виды физиотерапии разные бывают же, да, все-таки применяете в ЯНЦ, комплексе медицинских проблем. Ну, конечно, вы уже назвали, по-моему, заболевания, при котором применяется, да, физиотерапия. Ага, ну, в общем-то, это для взрослых, ну, не только, наверное, да, для взрослых? Да, и для детей тоже, но мы в основном занимаемся именно лечением взрослого населения в наших стационарах. Вот в вашем стационарах, вот в этом общеклиническом отделении, вот как с оборудованием у вас, вот современное оборудование, как они вам вообще? Тот спектр медицинского оборудования, именно физиотерапевтическое, которым мы располагаем, он нам позволяет применять практически все классические виды аппаратной физиотерапии. Но я вкратце перечислю. Это, значит, метод гальванизации, лекарственного электрофореза,
импульсные токи, ультразвук, фонофорез лекарственных веществ, магнитотерапия, лазеротерапия, теплолечение мы применяем в виде парафинотерапии, микроволны. Ну, вот это основные, да. И при этом мы стараемся развиваться. Руководство клиники уделяет большое внимание развитию нашей материально-технической базы. Да? Вот в течение последних 3 лет у нас обновлено физиооборудование, приобретены современные аппараты магнитотерапии, УВЧ-терапии, СМВ-терапии. Также вот приобретен у нас аппарат комбинированного действия Элискулап, где вот собраны несколько видов факторов. Там и постоянные токи, и импульсные токи, электростимуляция, транскраниальная анальгезия и так далее. Да? И вот в этом году, 25-м, у нас тоже приобретено очень такое серьезное современное оборудование, которое позволяет проводить восстановительное лечение, реабилитацию больных с нарушениями двигательных функций, для больных с дегенеративными заболеваниями нервной системы. В частности, вот очень актуальный аппарат приобретен у нас для электростимуляции мышц гортани, неба, глотки. Это именно для больных с нарушениями речи и функции глотания. Вот именно то, что вот актуально для больных с дегенеративными заболеваниями, такими как атаксия, мышечная атрофия и так далее. Да? Приобретен большой такой комплекс для лечения и диагностики больных с нарушениями двигательных функций. Затем магнитный стимулятор. Имеется очень хороший тоже аппарат, роботизированный, тоже для восстановления двигательных функций верхней конечности с применением обратной связи. Ну и различные тренажеры. В общем-то, у вас современное оборудование. Да. В общем-то. А вот как со специалистами? Вот все-таки мы знаем, что здравоохранение испытывает сейчас нехватку, да, дефицит специалистов узкого направления. Но физиотерапевт, наверное, это ведь тоже одна из тех профессий, кто входит в это число, да? Ну, да, у нас, в общем-то, укомплектованность 100%. То есть я работаю как врач-физиотерапевт, веду прием, консультации стационарных наших больных, да, и у нас работают 2 физиомедсестры, 2 медсестры по массажу и 2 инструктора лечебной физкультуры и врач по лечебной физкультуре. Ну, конечно, вот многие вот телезрители, радиослушатели могут задать вопрос, да, как можно поступить на лечение в клинику Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, ну, в том числе и на физиолечение. Вот какова сейчас... Да, мы проводим, значит, лечение что при этом нужно в основном сделать? Стационарных больных, да, у нас неврологическое отделение, которое именно занимается нейродегенеративными заболеваниями, ревматологическое отделение, отделение терапии. Там мы проводим, значит, лечение таких болезней, как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, атаксии, миодистрофии и так далее, да, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, артропатии. Также мы занимаемся лечением гипертонической болезни, сахарного диабета. Ну и вот те, которые пациенты нуждаются в таком лечении, они поступают к нам по направлению от участкового терапевта или от специалиста, то есть, например, невролога, ревматолога, если такие имеются, с места жительства, со своей поликлиники. С места жительства, да, в поликлинике там, или участкового, да? Вот, ну, а на физиотерапию отдельно тоже можно подойти. Можно подойти, да? Да, тоже можно подойти и получить курс лечения. Так вот, ну, хочу так Оксане Гавриловне тоже сказать, вот в неврологическое отделение ЯНЦ КМП тоже ведь люди, желающих, наверное, тоже попасть на лечение, в стационар, я знаю, что стационар у вас есть. Да. Как это можно сделать? В 2018 году, вот как мы открыли Центр нейродегенеративных заболеваний, у нас профиль именно только
нейродегенеративных, редких, и в том числе и орфанных заболеваний. У нас это направление не общая неврология. Вот. И, как правило, часть этих пациентов, они имеют заболевания наследственного генеза, то есть это моногенные заболевания. Вот. И поступает к нам также, вот как сказала Наталья Семеновна, через своего специалиста в поликлинике. Человек берет талон, приходит к своему специалисту и говорит: вот у меня такая ситуация, могу ли я поступить на Кулаковского 6 в клинику ЯНЦ КМП. Специалист, оценив общую ситуацию, дает заявку к нам на электронную почту. И заявка удовлетворяется, дается определенная дата для госпитализации. Вот, и таким образом пациент поступает. Вот общеклиническое отделение тоже находится по этому же адресу, да? Кулаковского 6? Да, на Кулаковского А вот 6. с районов, с Улусов к вам, наверное, тоже обращаются? Вот как с ними вы поступаете? Да, они также поступают очередность какая-то есть, по да? направлению с места жительства. Очередность да, есть, наблюдается? Ну, очередность, да, но это регулируется уже в стационарах самих. Вот. Ну, конечно, надо сказать, что действительно вот в сегодняшних вот этих условиях непростых, да, я думаю, что и неврологи, и генетики, и вот и физиотерапевты, ну, конечно, работают для того, чтобы, конечно, человеку помочь, оказать. Ну, я думаю, что, наверное, вот на физиотерапию попасть, на физиолечение человек должен, ну, в начальной стадии, наверное, более-менее, да, наверное, лучше будет, или в незапущенном таком состоянии. Ну, физиотерапия проводится, конечно, и в остром периоде, да, но в основном, конечно, уже в подостром периоде, да, и, значит, как сказать, когда заканчивается вот именно острый период, там уже начинается восстановительное лечение. Восстановительное. Именно вот, да, медицинская реабилитация. Реабилитация, можно именно, сказать. Так, да, потому что вот физиотерапия, она занимается именно как раз профилактикой, лечением и реабилитацией больных. Ну, кстати говоря, тоже ведь и так же у вас в отделении, да? Да. Да. Ну, я знаю, что у вас очередность есть там тоже, да? Ну, у нас очередность небольшая, где-то небольшая. Месяц с небольшим, но бывают такие случаи, потому что наши пациенты, они сложные, тяжелые. Бывает, что запланированные, по каким-то причинам пациент не поступает, появляются окошки, поэтому это нужно уже держать на пульсе. Так, ну, осталась минута, ну, что-то посоветуете, вот, пожалуйста, вам слово хочу дать. Ну, хочется посоветовать, конечно, всем нашим телезрителям, радиослушателям крепкого здоровья, чтобы занимались профилактикой, ну и если имеются какие-то хронические заболевания и так далее, то вовремя получали соответствующее лечение. Оксана Гавриловна, пожалуйста, буквально несколько секунд. Своим пациентам я желаю следить за собой, за своим здоровьем и будьте счастливы. Ну, уважаемые телезрители, радиослушатели, спасибо за внимание. На этом наша сегодняшняя программа «Якут сегодня» подошла к концу. Ее провел редактор Юрий Сергеев. До свидания, до новых встреч в эфире. Всего доброго.